Велосипед апошнім часам для многіх становіцца не толькі экалагічным сродкам перамяшчэння з кропкі А ў кропку Б. Усё больш і больш людзей самых розных узростаў выкарыстоўваюць яго ў розных жыццёвых сітуацыях і нават падпарадкоўваюць руху на велосипеде свой вобраз жыцця. Начиналось все потихоньку. Был у меня велосипед такой довольно-таки недорогой. Потом мне это понравилось дело. Я даже обзавелся друзьями на велосипедах. И потом потихоньку поменял велосипед уже на чуть-чуть лучше. Кстати, еще далеко не профессиональный, такой средний сегмент. И вот так вот даже отказался от машины, полностью пересел на велосипед и езжу. Развивается, в принципе, неплохо. Очень даже хорошо. Я замечаю, каждый год все больше и больше велосипедистов появляется. Слава богу, делаются какие-то там у нас и велодорожки, и велопереходы. С такой тенденцией, я думаю, что через пару лет у нас Брест будет отличный город для велосипедов. И даже я надеюсь, что многие будут пересаживаться на велосипеды. Когда-то велосипед в моей жизни появился только благодаря каким-то общим интересам, потому что я считала, что это такой транспорт для развлечения, для прогулок. От него получаешь удовольствие и проводишь как-то правильно время. Но со временем в процессе жизненном я поняла, что велосипед – это что-то очень полезное для жизни. Тым не менш, велосипед – гэта яшчэ і павышаная крыніца небяспекі. Далёка не паўсюдна, асабліва на раёне, для велааматараў створаны ўмовы для бяспечнага руху. Толькі з пачатку года в обласці з удзелам велосипедыстаў адбылося 41 дарожна-транспартнае здарэнне, у якіх 7 чалавек загінулі, 34 атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Пры гэтым, па інфармацыі супрацоўнікаў ДАІ, у 22 выпадках вінаватымі былі самі аматары велосипедаў. Таму гэтай катэгорыі удзельнікаў дарожнага руху, асабліва з надыходам восені, і надаецца самая пільная ўвага. Праводзяцца прафілактычныя мерапрыемствы. Дорожка есть там за Каменицей, хорошо, а здесь тяжело. Обочина, да, тяжеловато, особенно на таком велосипеде. Но вы молодец, что вы используете жилет повышенной видимости. Это в первую очередь для вашей же безопасности. Конечно. Тем более скоро осень у нас, уменьшение светового дня. И это в первую очередь необходимо. Но все равно для вашей же безопасности это необходимо. Вы возвращаетесь с дачи, да, наверное? Да. Молодец, такой урожай. Водитель у першую чаргу повинен быть бачным на проездной шоссе, каб водитель змог прыняць меры па прадухіленні дарожна-транспартнага здарэння і абавязкова выконваць правілы дарожнага руху. И предупредить об обязательном использовании световозвращающих элементов, жилетов повышенной видимости велосипедистами в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Все-таки осень – это уменьшение светового дня, и наши уважаемые участники дорожного движения, пешеходы и велосипедисты должны быть в безопасности. Бережите себя и будьте уважливыми. Юрий Печур, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».